мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Обманывал я вас когда-нибудь? Стоп! Не отвечайте, пока не заглянете себе в душу и не увидите правды. Потому что правда там, не в книгах, не в сводах законов на бумаге, в ваших сердцах. Отвечайте. Его судьба изобиловала крутыми поворотами. В ней были стремительные взлеты и такие же стремительные падения. Он познал вкус успеха, его пытались отодвинуть в тень. И не перестаешь удивляться, как все это вместилось в его жизнь, и как все это он сумел преодолеть и пережить. А люди, которые работали с ним, знали его, дружили, общались, вспоминают его как человека мудрого, интеллигентного, талантливого. И самое главное, лучшее из созданного им, по мнению самых строгих критиков, является классикой белорусского телевидения. А звали этого человека Александр Гудкович. В 1945 году решили организовать первый в истории Беларуси театральный институт. В такую пору, казалось бы, жить негде, есть нечего. Были мы разными, но у нас была одна общая черта. Мы были детьми войны. Все прошли ее. А некоторые из нас, те, что постарше, там, допустим, Гудкович, в частности, он был, допустим, лет на 70 старше меня, или Бутаков на 5 лет, по-моему, они с войны вернулись непосредственно. То есть все понюхали жизнь. Не в самых лучших ее каких-то проявлениях. И эти люди тогда пришли с целью конкретную поступить в театральный институт. Это одержимые, конечно, были. Саша выделялся какой-то своей серьезностью. Ну, взрослый человек пришел в театр, учиться пришел. Мне казалось, что ему это даже мешало на первых порах. Так казалось. Потому что он настолько строгий, настолько порядочный, настолько приличный весь, что это сковывает уже в какой-то мере его. И тем не менее, потихоньку стал выявляться художник. Его способ мыслить, способ выражать свои мысли. И мне приятно вспоминать еще его, и потому что вообще курс какой-то в этом смысле странный. Говорят, первый блин комом. А у нас почти половина курса, в общем-то, в энциклопедии. У Саши был прекрасный творческий зуд. Он должен был все время что-то делать. Писать, снимать. В жизни мягкой, чуткий, человечный. Вот таким я помню Сашу Гудковича.
И действительно, случаев, событий, ситуаций очень необычных, неординарных, сложных в его жизни было предостаточно. Он работал во вспомогательном актерском составе в одном из ленинградских театров и учился в Ленинградском театральном институте. Участник Великой Отечественной войны, а после войны заведовал заводским клубом. Был военным переводчиком и нештатным корреспондентом Белорусского телеграфного агентства и газеты «Звезда». Учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте на актерском факультете, а потом 8 лет работал актером в Белорусском драматическом театре имени Якуба Колоса в Витебске, затем педагогом в ТЮЗе. На Минскую студию телевидения он пришел в 1959 году. Сам писал пьесы и сам их ставил, как режиссер-постановщик. В 1966 году был удостоен высокого звания лауреата Государственной премии БССР, а в 1981 стал заслуженным деятелем искусств БССР. Его исключили из партии решением первичной партийной организации, но высшие партийные структуры отменили это решение. Он коснулся вершин славы, его пытались забыть, и все это было в его жизни, и все это помнится. В 60-е годы Иван Павлович Мелиш позвонил мне и предложил написать сценарий «Хроники Полесской». Материал мне очень нравился. Не только тем, что он охватывал очень большой период истории, но главным образом тем, что он был очень сценичен. Иван Павлович сам связался с телевидением, там посмотрели материал и тут же взяли его в работу. Режиссером был определен Саша Гудкович. После знакомства со сценарием мы с ним вместе еще, вполне понятно, поработали над ним, что-то изменили, что-то добавили. Работали очень творчески. Саша вообще очень творческий человек, очень такой сосредоточенный, очень в материале. Когда он начинает работать, то чувствую, что он очень глубоко входит в материал. Очень сказалось умение Саши быть не только режиссером, но и педагогом. И, как потом отмечала пресса, именно в этой работе раскрылся глубокий, драматический, вплоть до трагедийного накала талант Лилии Давидович. Ведь до этого она больше играла характерные комедийные роли. Трудностей было много, но, как бывает иногда в творчестве, все жили одним, и дело пошло. Как работали вот то поколение режиссеров, которое пришло уже довольно все-таки зрелыми, знающими жизнь людьми. Тот же Карпилов, тот же Гудкович. И его вся королевская рать, его «Люди на болоте», его другие произведения. Это такой образец, на котором сейчас вполне можно учить и студентов, и молодых режиссеров.
На белорусском телевидении Александр Захарович Гудкович осуществил ряд интересных постановок, телевизионных спектаклей по произведениям Черного, Шамякина, Пташникова, Адамчика, Кулешова, Гранина и других прозаиков и поэтов. Это и «Тревожное счастье», когда сливаются реки, Олимпиада, «Третье поколение», «Собственность» и многие-многие другие. Новое мастацтва нараджае новые жанры, формы. Телеспектакль «Третье поколение» по роману классика белорусской литературы Кузьмы Чорнага. Нядаўна адбылася прэм'ера гэтага телеспектакля. Режиссер Александр Гудкович. Но настоящее признание и успех пришел к нему, когда в эфир белорусского телевидения вышел трехсерийный фильм по роману Ивана Мережа «Люди на болоте». Это действительно был успех. Главные роли исполнили Лилия Давидович и Геннадий Гарбук. И это было настоящее, полнокровное. Это было удивительное зрелище, потому что действительно все дышало жизнью. Характеры, люди, отношения, страсти. И вот за этот фильм в 1966 году Александр Захарович Гудкович и весь творческий коллектив был удостоен звания лауреата Государственной премии БССР. Но некоторые критики говорили о том, что это всего лишь перенос купаловского спектакля на телевидении. Это не так. Спектакль в Купаловском театре был поставлен через 1,5 года после того, как в эфир белорусского телевидения вышел трехсерийный фильм «Люди на болоте». Это был интеллигентнейший человек, который умел общаться со всеми очень ровно, не повышая никогда голоса, но всегда при этом выполняя ту задачу, которую он ставил. Но меня больше всего в нем поражала, конечно, его потрясающая трудоспособность. На площадке, когда уже все устали, видим, что Гудкович наш как будто бы вообще еще и не начинал работать. Столько в нем энтузиазма. Меня, как звукорежиссера, подкупало то, что он очень серьезно относился к звуку. Он считал, что это такая же важнейшая составляющая каждого кино. Я недавно зашла в студию, а там шел фильм «Атланта и кариатиды». И стояли молодые ребята-операторы. Когда они смотрели на эти кадры, один из них сказал: «Посмотри, какие портреты, какой свет». В «Атлантах и кариатидах» осталось самое приятное воспоминание об этом фильме, потому что это было трудно и интересно. В Москве на озвучании Александр Захарович вызвал актеров из Ленинграда, московские пришли актеры, и вдруг приходит какая-то группа и говорит, что вот нам дали эту студию, мы будем делать озвучание. Гудкович сказал: я вас не пущу. Я вызвал актеров, мы много денег заплатили. Позакрывал все двери в студию, в аппаратную, там ломились к нам, но мы сделали работу. То есть он умел добиваться того, чего хотел. И это, наверное, ему именно вот эта черта помогала ему поднимать такие вот глыбы, такие вот спектакли, как «Тревожное счастье», как «Люди на болоте». То есть только, наверное, с таким характером, очень спокойным, интеллигентным, но настойчивым можно было поднимать такие работы, которые, я думаю, и сейчас делают честь нашей студии. Когда-то я хорошо танцевала в молодости. А у меня в молодости времени не хватало для танцев. Жена научила, она не могла жить без танцев. У вас очень интересная жена. Но сегодня она почему-то очень нервничает. Правда? Да. Да нет, она всегда такая.
Всегда нельзя быть такой. Она Экранизация романа американского писателя Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать» страница в жизни Александра Гудковича яркая, счастливая и в то же время горькая. Критики, когда пишут об этом фильме, всегда отмечают и в первую очередь звездный актерский состав. Это действительно так. Георгий Женов, Михаил Казаков, Алла Демидова, Ростислав Плят, Татьяна Лаврова, Лев Дуров, Александра Климова и многие другие. Все сошлось в этом фильме. Великолепный сценарий, прекрасная литературная основа, великолепная актерская игра. Все сработало на успех, и фильм вызвал очень большой интерес у телезрителей. В этом фильме было самое главное, вернее, не было самого главного, полуправды. Фильм был об Америке, и не срабатывали законы цензуры, которые вдруг возникали, когда шла экранизация романа советского писателя того или иного. И еще 1971 год, далекая Америка, а все было так близко. Проблемы, вопросы власти, денег, предательства, цены успеха. Все это понимали правильно, и все это вызывало нормальный интерес. Но не все было так просто. Интриги, письма, заявления финансовые, проверки, фельетон в «Правде», проблема, кто будет первым носить свои титры в фильм Наум Ардашников или Александр Гудкович, исключение из партии, все это было невыносимо, и Александр Гудкович решил обратиться в суд, но его жена Фаина Казовская отговорила сделать этот шаг. Вокруг фильма кипели страсти, а он уже жил своей жизнью, удивлял и приобретал все больше и больше поклонников. В 1980 году он экранизировал роман Ивана Шамякина «Атланты и кариатиды». Это было большое, серьезное телевизионное произведение. И когда спросили у него об отношении к этому роману и самой экранизации, он сказал очень просто: «Атланты и кариатиды – это те люди, которые в конкретных обстоятельствах нашей эпохи и всегда на себе несут бремя времени». Няўжо правда, што ты вось так згінеш, і ніхто не будзе ведаць, чым ты жыў, пра што думаў, што рабіў. Няўжо так было і будзе спакон веку на гэтым свеце? Роман Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать», по сути дела, излагает историю восхождения к вершинам власти американского сенатора Хью Лонга. В 1949 году режиссер Роберт Россен снял фильм по этому роману «Вся королевская рать». 6 номинаций было на премию «Оскар». Фильм получил 3, в том числе исполнитель главной роли Вилли Старка, американский актер Бродерик Кроуфорд получил. Значит, фильм, можно сказать, был очень удачный. И вот прошло 20 лет, и фильм по тому же роману запускается на белорусском телевидении. Честь и все лавры запуска этого фильма принадлежат Александру Захаровичу Гудковичу. Ну, с моей, как говорится, подачи в группе его не называли Александр Захарович Гудкович, а в группе его называли аббревиатурой ГАЗ. Что такое был запуск этого фильма по американскому роману из американской жизни в 1970 году, это вам трудно себе представить, потому что это был год совершенно какой-то непередаваемо истерической вакханалии вокруг даты столетия со дня рождения Ленина. Все было посвящено только Ленину, все спектакли, все фильмы. И вот в этот год Александр Захарович пробил этот проект.
какими аргументами он убеждал наше руководство телевидения, и тогда телевидением руководил замечательный руководитель, идеолог настоящий Вячеслав Петрович Полесский. Но он сумел убедить Полесского в том, что этот фильм надо снимать. Ему принадлежит, конечно, честь выбора на главную роль Михаила Михайловича Казакова. Режиссировать таким мастерам, таким мэтрам, как Олег Ефремов, там, как Жонов, как Демидова, как Лавров, это, конечно, было очень трудно и сложно, и они часто говорили: Александр Захарович, ну что репетировать, в сценарии, в романе все написано, ну не беспокойтесь, мы это вам все сыграем. Ну и надо сказать, что так все оно и было. И еще раз хочу подчеркнуть, что честь реализации этого проекта принадлежит только одному человеку, Александру Захаровичу Гудковичу. Добрый вечер, док. Каким он был, Александр Захарович Гудкович? Разным, со своими достоинствами и недостатками. Он был талантливым, он был иногда чересчур воспитанным и сентиментальным, мудрым и все понимающим. Таким он был. Иван Шамякин отзывался о нем так: это человек деликатный, терпеливый и интеллигентный. Анатолий Папанов, выдающийся актер современности, на фотографии, которую он подарил Александру Захаровичу, написал: «С первого знакомства я понял, что вы из тех людей, которым нельзя не доверять и которым невозможно не доверять». Вот таким он и был. Он умер 9 сентября 1989 года. Его жена Фаина Козовская, сын Зиновий и дочь Леонора, внуки живут давно в США. Все меньше остается людей, которые знали его, работали с ним, общались с ним. Но то на одном канале, то на другом вдруг появится его «Вся королевская рать», а по-белорусски каналам «Люди на болоте» и «Атланты и кариатиды», и люди смотрят их и смотрят с интересом, а значит, все было не напрасно. Значит, все, что было им создано, живет и вызывает интерес. Вызывает интерес и живет его творческое наследие, его, Александра Захаровича Гудковича. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не подняться